смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. Заместитель председателя правительства региона Наталья Михальченкова в рамках рабочей поездки посетила Сосногорск. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Народный бюджет. Жители села Устюхта приняли участие в обсуждении народных инициатив в рамках региональной программы. Майские праздники. В администрации муниципалитета обсудили подготовку к предстоящим торжествам. Внимание всем! Сотрудники управления по делам ГО и ЧС напоминают, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций. Вчера с рабочим визитом Сосногорск посетила зампред правительства Коми Наталья Михальченкова. Максимально плотную программу командировки вице-премьер сконцентрировала на социальной сфере муниципалитета. Цель визита – оценка исполнения апрельских поручений главы Республики Коми Сергея Гапликова на территории района. Контроль достижения поставленных задач в социальной сфере, на реализацию которых выделялась финансовая поддержка. Среди объектов, которые посетила зампред, первым стал городской бассейн. Затем делегация направилась в Сосногорский технологический техникум, где Наталья Михальченкова пообщалась со студентами и педагогами, обозначив перспективы местной кузницы кадров. Посетив Сосногорский технологический техникум, мы видим, что есть необходимость открытия новых направлений подготовки по воспитателям, потому что это вопрос в районе медицинский, социальный уход. Мы сейчас будем осмысливать и проводить оценку на предмет лицензирования и запуска новых направлений. Ну а 4 приоритетных направлениях уже открыто по ТОП-50. И первые приемы и по мастерам жилищно-коммунального хозяйства, и по строительству ведутся на территории района. Это значит, что бесперебойно будет обеспечена подготовка кадров под приоритетные направления развития промышленности в Сосногорском районе. В 14-м детском саду представили последние новинки, которые используют здесь в образовательном процессе. Рассказали о разнообразии развития творческих способностей у воспитанников. Также в рамках своего визита Наталья Михальченкова посетила кадетскую школу. Наша гордость республики. После осмотра учебных классов и рассказов о достижениях сосногорских кадет гостья дала высокую оценку не только базе учебного заведения, но и его педагогическому коллективу. Прорабатывается проект формирования кадетского корпуса под Сыктывкаром в Максаковке, поэтому нам школа и материально-техническая база и программы Сосногорской кадетской школы, первое кадетское движение, конечно, у нас вызывают сегодня не только интерес, но и являются тиражируемой практикой при развитии кадетского движения в Республике Коми. Отсюда и профильные кадетские классы берут свои практики. И здесь, конечно, сегодня сильнейший педагогический состав. Обсудила Наталья Михальченкова с руководством района и кадровую политику в сфере медицины, отметив, что несмотря на наличие одной из лучших современных баз в Сосногорской больнице, проблемы со специалистами есть. И республика готова оказать содействие в этом вопросе. Не остались без внимания и вопросы старшего поколения. Я вижу, что Сосногорский район очень активно уже приступил к реализации приоритетных национальных проектов, потому что первые вообще проекты по старшему поколению, по 3-му возрасту, они зародились в Сосногорском районе, поэтому многие задачи, которые только ставятся отдельным территориям, здесь уже являются традициями. Подводя итог визита, Наталья Михальченкова отметила, что в целом она удовлетворена поездкой. В Сосногорском районе есть понимание того, как решаются поставленные задачи и какие будут определены на ближайшее время. В Сосногорском районе продолжается сбор предложений в республиканскую программу «Народный бюджет». В обсуждении принимают участие как представители различных отраслей, так и активные жители города и поселков. На этой неделе в процесс включились и жители села Устюхта. Открывая встречу, глава района Сергей Дегтяренко напомнил жителям села об основной задаче народного бюджета. С 2015 года в Сосногорском районе реализован 31 народный проект. На эти цели было потрачено 11 миллионов 300 тысяч рублей. Жители Устюхты и нижних деревень тоже знакомы с реальными результатами народного бюджета. В 2016 году на средства республики выполнен ремонт кровли, ремонт печного отопления и замена электропроводки в досуговых центрах Винлы и Порожска. В 2017 в рамках проекта установлен детский игровой модуль в селе Устюхта. Это был единый проект с Малой Перой, поэтому мы и говорим не о площадке, а именно об игровом модуле. В 2018 году был одобрен проект в сфере культуры. К селу он имеет
опосредованное отношение, но все же на средства республики были изготовлены головные уборы и пошиты костюмы для коллективов участников районного фестиваля «Сосногорье». В этом году устюгтинцы снова проявили высокую активность и предложили несколько проектов, как для себя, так и для жителей нижних деревень. В деревне Винла планируется капитальный ремонт наружных водопроводных сетей. Они были построены еще в конце 80-х годов прошлого века. Следствием износа сетей является увеличение количества порывов и отключений. Из-за повреждений на водопроводе на сегодняшний день в деревне работает только одна водоразборная колонка из 3. Проблему в районной администрации знают, и поскольку ремонт – дело дорогостоящее, планируют привлекать все возможные источники финансирования, например, народный бюджет. В результате реализации данного проекта решится ряд важных для жителей деревни Винла проблем, такие как восстановление работоспособности системы водоснабжения, бесперебойная подача питьевой воды, снятие социальной напряженности населения и доступность питьевой воды в районе своего дома. Сохранению и развитию культурного наследия Усть-Ухты на обсуждении народного бюджета было отведено особое место. Так, например, прозвучало предложение по ремонту стелы памяти, посвященной участникам Великой Отечественной войны. Сколько лет решается вопрос по ремонту стелы, он на сегодняшний день пока не решен. Определиться с объемом работ, по сегодняшней стоимости работ и включить народный бюджет, проект. Это или благоустройство самого парка и в дальнейшем реконструкция этой стелы. И если объемы позволят финансировать, то значит реконструкция этой стелы. Мемориальный комплекс не единственная достопримечательность Усть-Ухты, но сориентироваться в них сможет далеко не каждый гость села. В помощь туристам на въезде в населенный пункт может быть установлен специальный баннер, содержащий всю необходимую информацию. Что у нас спрашивают? Конно-спортивную школу, Соленое озеро, стелу, памятник гражданской войны, дом Якова Рочева. То есть все то, что мы обычно проводим по уличной экскурсии. И небольшая надпись, что село Усть-Ухта основано тогда-то, тем-то, тем-то. Еще одно предложение, поступившее от жителей Усть-Ухты, касалось национального фестиваля «Сосногорье», а именно территории, на которой проводится ежегодный праздник. Чтобы было что-то стояло уже постоянно. Освещение, чтобы там обязательно было. Потому что праздник у нас проходит до темноты. И чтобы именно эта площадка, тем более там подвесной мост, что-то как-то облагородить, красиво подумать надо. Не забыли усть-ухтинцы и о подрастающем поколении. На сегодняшний день в селе проживают более 100 детей. Разнообразить досуг малышей и их родителей поможет новый игровой комплекс. Эффективность этого проекта, она несомненна. Также будет организован досуг детей, дети будут получать возможность гулять. Также детям прививается в данном случае здоровый образ жизни. То есть дети у нас будут и спортом заниматься, и играть. Все эти предложения получили единогласное одобрение усть-ухтинцев. Напомним, обсуждение проектов в рамках «Народный бюджет» продолжится до конца апреля. Затем все инициативы, получившие поддержку жителей, будут направлены в администрацию главы Республики Коми, где и будет принято окончательное решение, какие именно проекты будут реализованы на территории Сосногорского района в следующем году. Встреча в Усть-Ухте продолжилась обсуждением актуальных вопросов для жителей села, которые решили провести прием с главой района в формате открытой дискуссии. Освещение и ремонт дорог, работа общественного транспорта и социальных объектов. На все эти вопросы жители получили ответы в прямом диалоге с руководством района. Из Усть-Ухты Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 58 лет назад, 12 апреля 1961 года, началась космическая эра человечества. В этот день на корабле «Восток» стартовал первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Его полет продолжался 108 минут. После одного витка вокруг Земли спускаемый аппарат корабля совершил посадку в Саратовской области. Традиционно в день первого полета человека в космос по всей стране проходят тематические мероприятия. Сосногорский историко-краеведческий музей приглашает горожан на выставку «Вселенная бесконечная и таинственная». На ней представлены коллекции филателии, филокартии. Это очень интересная коллекция начала 60-х годов. А также письменные источники на тематическую тему ко Дню космонавтики. Среди экспонатов встречаются и уникальные экземпляры. Например, эта марка была выпущена в Советском Союзе в 1959 году. Она входит в серию «Первая советская космическая ракета в сторону Луны».
Добавлю, что кроме выставки, приуроченной ко Дню космонавтики, музейные работники приглашают жителей и гостей города и на знакомство с экспозициями, посвященными творчеству художника Евгения Нейшпапа, а также Году театра в России. Работать выставки будут до конца мая. Все ближе долгожданные красные дни календаря – 1 и 9 мая. На этой неделе в администрации района состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к празднику весны и труда и Дню Победы, на котором были озвучены мероприятия, которые ждут сосногорцев на майских выходных. О том, что запланировано, Андрей Калиничев. Сегодня майские праздники по праву являются самыми народными. Их с размахом отмечает вся страна. Именно поэтому к подготовке к торжествам нужно привлекать всех, кому по силам внести свой вклад в организацию и проведение мероприятий. На этом акцентировал внимание членов оргкомитета глава Сосногорского района Сергей Дегтяренко. Этот праздник, все вы знаете, занимает особое место в истории нашей страны. И каждый город, каждый район готовится к очередной дате с особой тщательностью. Не только сообща, я думаю, нам удастся не только качественно подготовиться к празднику, провести его, но и сделать задел на следующий год, 2020, как вы все знаете, страна отметит 75-летие Великой Победы. Если в городе избыток мусора, то праздничной территорию никто не назовет. Именно поэтому самым продолжительным и массовым мероприятием станет традиционный общерайонный субботник. В этом году он пройдет с 1 по 31 мая. Принять в нем участие смогут все желающие. Помощь горожанам, а также предприятиям окажет управление жилищно-коммунального хозяйства. Общерайонный субботник проводится ежегодно. Он проводится на территории городского поселения Сосногорск и городских поселений Нижнеудес и Войвож. Есть перечень улиц, дорог, подведомственных территорий, закрепленных за организациями. Мы просим всех активно принять участие в субботнике. Ведь чистота города – это интересы всех жителей, комфортное проживание всех жителей. Вывоз мусора будет организован управлением ЖКХ. Для того, чтобы этот процесс прошел слаженно, необходимо предоставить графики уборки специалистам управления. Конечно, в общерайонном субботнике могут и должны принять участие не только трудовые коллективы, но и общественные объединения, партии, национально-культурные автономии. Праздничное настроение помогут создать и приобретенные в этом году новые баннеры и флажки, которые будут вывешены в Сосногорске накануне майских торжеств. Празднования начнутся 1 числа. В этот день в городе пройдет шествие трудовых коллективов по маршруту Сосногорский технологический техникум, площадь Гагарина, на которой затем развернется народное гуляние «Сосногорск-майский». День Победы горожане начнут отмечать 8 мая. В Доме культуры «Горизонт» состоится торжественный вечер, который завершится традиционной победной танцплощадкой. 9 мая горожане смогут пройти в составе бессмертного полка, а также принять участие в митинге в Сквере Победы и народных гуляниях, которые пройдут как днем, так и вечером. Поддержать участников Великой Отечественной можно будет и добрыми делами. В Сосногорском районе и Республике Коми продолжается благотворительный марафон «Мы наследники Великой Победы». На собранные в ходе этой акции средства оказывается адресная помощь ветеранам. Приобретается необходимая бытовая техника, мебель, оказывается иная помощь, реставрируются памятники и монументы павшим в годы войны. Я предлагаю в 2019 году продолжить эту достойную акцию. Я лично и сотрудники администрации тоже примут к ней активное участие. Председатель районного совета ветеранов Ольга Корякина предложила уже сегодня начать готовиться к следующему году. Те средства, что мы с вами сейчас соберем, они у нас пойдут к 75-летию. Вы понимаете, вот это с дальним прицелом. Это не сейчас, а вот эти деньги пойдут в следующий год к 75-летию тем ветеранам, которые обратятся. Принять участие в благотворительном марафоне может любой неравнодушный житель Сосногорского района. Реквизиты для перечисления средств вы видите на ваших экранах. Андрей Калиничев и Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. 15 апреля в Сосногорске пройдет проверка системы оповещения населения. Ее цель – подготовка граждан к реагированию на чрезвычайные ситуации, например, при прохождении весеннего половодья или пожароопасный период. Что нужно об этом знать, расскажем в нашем материале. Слышите этот звук? Кроме нас с вами его пока никто не слышит. На всей территории Российской Федерации действует система по массовому оповещению населения в случаях чрезвычайных ситуаций. Единым общим для всех предупреждений является звуковой сигнал «Внимание всем!». Мы решили спросить у жителей нашего города, знают ли они, что нужно делать, услышав подобный сигнал. Когда звук сирены, надо укрываться где-нибудь, где-то
Ну, то, что это внимание, то, что сейчас что-то произойдет. Даже затрудняюсь этот вопрос ответить. Что нужно делать? Прятаться надо подальше. Бежать в помещение или слушать новости. Конечно, это сигнал внимания всем. Мы должны обязательно, если находимся в помещении, покинуть помещение, при этом пользоваться средствами индивидуальной защиты, подручными средствами или ватно-марлевыми повязками. Целью этого сигнала является привлечь внимание всех граждан, подвергающихся реальной угрозе. После него идет оповещение о самой чрезвычайной ситуации, ее возможных последствиях и какие действия следует предпринять. Данный сигнал должен охватить как можно больше территории, поэтому может он передаваться самыми различными техническими средствами, такими как системами оповещения на производственных предприятиях, электросирены, передвижные машины, оснащенные громкоговорителями, телевизионные каналы, радиоволны и плазменные городские панели. Что же все-таки следует делать? Самое главное, если вы услышали звук сирены, его не надо пугаться. Дождитесь разъяснения причины подачи звукового сигнала. Для этого необходимо немедленно включить ваши радиоприемники и телевизоры. Внимательно выслушайте сообщение и действуйте согласно полученной информации. Сообщение будет повторяться несколько раз. Поэтому, если вы что-то не услышали или не поняли, прослушайте внимательно его еще раз. Если вы находитесь дома, возьмите все документы на себя и членов семьи. Приготовьте минимальный набор теплых вещей. Сделайте запасы воды и упакуйте продукты в герметичную упаковку. Дальнейшие действия будут зависеть от возникшей чрезвычайной ситуации. Если прозвучало объявление о срочной эвакуации, внимательно прослушайте адрес и телефон ближайшего к вам организационного пункта. Запишите эту информацию. Сообщите о ней вашим соседям, членам семьи и ближайшим родственникам. Главное – соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Напомним, ближайшая проверка системы оповещения пройдет в нашем городе 15 апреля. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. В ближайшие выходные она будет в пределах климатической нормы, то есть холоднее, чем в первую декаду месяца. Виной похолоданию станет циклон. Арктический воздух распространится уже на всю республику. При этом осадков будет немного, за исключением крайнего севера. В Сосногорске дневные температуры ожидаются в пределах -1, +1. Ночью гораздо холоднее. Столбик термометра опустится до -14 градусов. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Не забудьте, 13 апреля в 16 часов в «Метеоре» пройдет выставочный матч по мини-футболу между командами «Ухта» и «Новая генерация». А я с вами прощаюсь. Всего доброго и удачных выходных!